Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект мы вам покажем находится в гостях у Иннокентия Аполлоновича. Иннокентий Аполлонович – старший научный сотрудник Института биологии СОРАН. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня покажем, как можно сделать полезные мази, используя только лишь натуральный животный жир. Правильно? Да. Правильно. Но обо всем по порядку, потому что действительно эта тема сегодня актуальна, потому что многие сейчас стараются переходить на какую-то экопродукцию, да, и, соответственно, использовать какие-то натуральные, да, материалы для себя любимых, да, и, собственно, самое главное для своего здоровья. Вот почему мы решили поговорить на эту тему, с чего вдруг у вас появилась такая идея и почему вы делаете эти мази самостоятельно? Потому что в последнее время все больше и больше стран поворачивается к лицом животному жиру, а как оказывается, незаслуженно забытому. Где-то примерно век и чуть более назад, на заре 20 века, в Соединенных Штатах было перепроизводство хлопка. Хлопок, когда убирают, очень много семян, богатых жиром. Был заказ в науку определенным ученым, и начались гонения на животные жиры. Мол, они вредные, от них все болезни, сердце болит, раковые болезни и так далее, и тому прочее. Где-то, и это продолжалось 100 лет. Буквально 100 лет. В 2014 году в этой же стране, которую я назвал, приняли аж закон о транжирах, о запрете производства транжиров. В первую очередь это оказалось любимое нами, казалось бы, любимое нами всеми хозяйками подсолнечное масло, кукурузное масло. При нагревании в них образуется много транжиров. У нас холодная страна, очень холодный, самый холодный регион в мире. Нам жиры нужны как источник такой долгоиграющей энергии. Да? Впрочем, они нужны и людям, которые в теплых странах живут. Ничего в них плохого нет. Гиппократ еще сказал, все должно быть в меру. У каждого вещества своя дозировка. Свыше этой дозировки, если мы не объедаемся жирами, у нас производство говядины, жеребятины, свинины, да, у дичи у нас много жирная дичь попадаются. В большинстве случаев люди что делают? Ну, у людей уже идея дефикс сидит в голове. Животный жир – это закупоренные сосуды. На самом деле это не так. Это не так. То есть это миф. Вот, например, жир молодой кобылы, да? Конский жир, так называемый. А вот жир якутской коровы. Визуально их не отличишь, жеребятину и говядину. Они очень похожи и по цвету, и по своей консистенции, да, по твердости. Что мы делаем с ними? Прежде всего надо их отделять от мяса. От мяса отделяем. Встречаются лимфоузлы. Лимфоузлы, что такое, вы все знаете. Лимфатические узлы. Их тоже. И как можно меньше нарезаем. Для чего это делается? Для того, чтобы жир у нас быстрее расплавился. Температура не такая уж высокая была. Дело в том, что при высоких температурах, когда жир уже жарится, да, образуются те самые транжиры. Поэтому жир животный надо нарезать как можно мелкими кусками. Нож должен быть острый. К сожалению, тут пленка есть.
но она останется в так называемых шкварках. Если говорить о полезных свойствах, если сравнивать говядину и жеребятину, есть разница? Они, каждая из них по-своему хороша, да? Жеребячий жир, особенно вот с Верхоянского района, с горных местностей, с Алданского района. Недавно мне довелось побывать на Учуре, да, на границе Якутии и Хабаровского края. Там тоже, оказывается, лошади есть. Там буквально такой оранжевый жир. Обусловленный чем? Обусловленный питанием. Тем, что они питаются круглый год зеленым кормом. Там растет разновидность хвоща. Хвощ пестрый. Чибаи, чибаг, по-венкийски, по-якутски чибаи. Этот хвощ, оказывается, придает, в нем много хлорофилла и каротиноидов, пигментов таких, которые придают жиру такой яркий, желтый, почти оранжевый цвет. Ну, у нас такой цвет практически. Ну, если говорить опять о полезных свойствах, да, то есть назначение подобных мазей, которые сделаны на натуральном жиру, они разные, да? Вот если взять говяжий жир, ну, мазь из говяжьего жира и жеребячего жира. Говяжий жир, он обладает меньшей кумулятивностью, то есть способностью проникать сквозь кожу. А конский жир, жеребячий жир, он легко проникает. Поэтому жеребячий конский жир, мази на их основе, да, используются при заболеваниях суставов, позвоночника, артриты, артрозы, ревматизмы, люмбаго и так далее. На основе говяжьего жира мы можем готовить масла для лечения кожных заболеваний. Псориазы, То, что на поверхности. Псориазы, дерматиты, экземы всевозможные, язвы трофические. Ну, то есть понятно, да. То есть жеребячий жир, он проникает, а говяжий все, что на поверхности кожи. Говяжий тоже проникает, но гораздо в меньшей степени. Тем временем мы вот мелко... Мелко режем жир, не ленимся. Вот еще один такой момент, да? Я часто бываю в сельской местности. Весной у меня тоже своя живность есть. В родном Амгинском районе я осенью бываю во время забоя. Ну, и вижу, часто очень вижу, что люди забивают очень жирных животин каких-нибудь, лошадей или коров. При этом они знают, что семья не переработает столько жира, и они буквально, вот собаки даже не могут уже есть, до того они сытые, и этот жир просто-напросто выбрасывается. И вот наша передача нацелена на то, чтобы мы научились вот плавить жир. До 20 века весь мир жил на плавленном животном жиру, как оказалось, более полезным. Для плавления животного жира печка или плитка должна быть на медленном огне. На медленном огне мы должны плавить. Когда быстро мы плавим, да, на сильном огне, происходит то самое закисление, да, могут образовываться даже свободные радикалы. Даже так, да? Вредные вещества. Поэтому огонь, будь то на печке, на газовой плитке, должен быть минимальный. Минимальный. Нужно время, ни в коем случае не торопитесь. Мы показываем на малом количестве. Вы можете, если располагаете запасами жира, на большем количестве. Тут у меня заранее заготовленные есть. Их тоже мы отправим. Ну, примерно вот сколько времени понадобится, чтобы растопить вот такой объем жира? Чтобы шкварки, которые уже не плавятся, да, то остались, а жир весь вытопился или растопился, где-то
от часа до полутора. Вот так. То есть это долгий процесс. Это вам не 5-10 минут. Я уже занимаюсь этим. Занимаюсь, готовлю всевозможные мази. Используем при жарке картофеля, при других блюд тоже. То есть вы его и в пищу употребляете, и в мази, правильно? Да. И в лечебных целях, и в пищевых целях, скажем так. Ну что, отправляем на печь, и подробнее о следующем процессе нам Иннокентий Аполлоныч расскажет уже вновь, когда мы вернемся за этот стол. Вот, нарезанный жир мы отправляем в толстостенную, в данном случае у меня полуказан, полусковорода, толстостенная с толстым массивным поддоном. Для чего это делается? Для того, чтобы регулировать температуру. Вот, отправили. И вначале мы обязательно стоять около нашей сковороды и помешивать должны, чтобы оно не подгорало. А когда образуется сколько-то уже плавленного жира, в котором остальные будут плавать, можно отойти. Уже время от времени помешивать. Мы делаем этот жир для приготовления мази. В данном случае жеребячий жир. Будем делать кожную и суставную мазь. Пока мы ждем того момента, когда жир наш растопится, мы продолжаем изготовление нашей мази. И следующий этап – это уже про какие-то, я так понимаю, полезные, еще полезные свойства мы должны поговорить, да? Добавить что-то нужно, да, туда? Да. Сегодня мы готовим мазь для лечения заболеваний опорно-двигательной системы и кожных болезней. Вот такое неприметное растение, которое в изобилии произрастает в окрестностях, даже в окрестностях города Якутска. Что это? Часто он даже сорничает в огородах. Это хвощ полевой. Хвощей вообще-то много в Якутии, где-то около 10 видов. Из них 3 хвоща только полезны. Их можно использовать в корм животным, в пищу даже использовать можно. В пищу. Это вот то, что растет у нас во дворах и в окрестностях, в шаговой доступности. Это хвощ полевой. Может принести пользу, да? Он, обратите внимание, да? У него вот веточки. Да. Веточки, они направлены вверх. У прочих хвощей, они ядовитые и опасны, да? Хвощ лесной, там болотный, топяной. У них ветки расположены или горизонтально, вот так вот. Или вниз. Если ветки направлены вверх, то это правильный хвощ. Хвощ полевой. Да, запоминаем, дорогие друзья, что именно нам нужен только такой хвощ. Остальное все опасно. Чем он полезен, да? Есть такой микроэлемент кремний. Врачи очень редко говорят о нем. А это такой микроэлемент, который очень необходим нам для костей. Именно для костей, да? Без кремния, оказывается, кальций бесполезен. Вот эти все кальциты, кальцивиты, то, что покупают и не усваивается, по России потребляют тоннами, да? Многими тоннами. Это пустышка. Почему не делают кремниевые препараты? Это для меня загадка. Да? Загадка. Иннокентий Аполлоныч, а кроме усвоения кальция, кремний еще чем полезен?
Кремний еще полезен тем, что кроме кальция есть еще масса же других микроэлементов. Ну, железо, молибден, медь, золото, серебро, все это у нас есть. Все они выполняют свои функции. Вот наличие кремния обуславливает также то, что наш организм принимает и эти микроэлементы тоже. Но считается, что 30 микроэлементов, включая кальций, усваиваются нашим организмом. То есть нам кремний необходим? Нам кремний необходим. Хвощ еще чем полезен, да? У него противовоспалительные свойства, антибактериальные, противовирусные свойства. Даже есть антиоксидантные свойства. Флавоноиды содержатся, вещества такие содержатся. То есть очень полезнейшее растение. Итак, ну собираем мы, допустим, увидели, нашли правильный хвощ, у которого веточки смотрят наверх, собрали. Высушиваем каким путем его? Высушиваем его в тени обязательно в тени. И второе условие, это вот помещение, где мы сушим, должно проветриваться. Проветриваться. Тогда получается вот у меня сухой хвощ, уже высушенный. Вот кофемолка. Обычная бытовая кофемолка, которая есть практически в каждом доме, да? Многие неправильно пользуются кофемолкой. Берут и сюда начинают пихать растения. Кофе. Кофе, растения. Оказывается, надо в крышку. В крышку. То есть вот так поломали, измельчили. Вот. Поломаем, измельчаем. Вот так смело прям, да? Прямо так смело. Вот так. Вот. Ну, достаточно, наверное. Пропорция такая. Ну, пропорция 1 к 3, 1 к 5 должно быть. Тому жиру, с которым мы смешиваем. В зависимости от интенсивности болезней. Если сильное такое поражение кожи или сильные суставные боли, мы делаем долю растительного компонента больше делаем. То есть насыщеннее делаем. Ага. Вот. Оказывается, берем вот так вот и одели, потом нажимаем, измельчаем. Осторожность беременным женщинам, осторожность соблюдать надо, и кормящим матерям. Более нет противопоказаний. То есть, а насчет аллергии бывает на хвощ аллергия? Ну, это вот... редкий случай, наверное. Очень, один случай на 1000. Сколько я не пользовался хвощом, ни одной жалобы не было, чтобы это растение, чудесное растение, вызывало у кого-то какую-нибудь аллергическую реакцию. Процесс плавления уже приближается к концу. Вот то, что остается, это называется шкварками. Еще немного на них есть нерастопленный жир. А вот то, что вот это жирное, это вот очень ценный уже животный конский жир, которое пойдет у нас на масть, для приготовления мази. А то, что вот остается, оно состоит в основном из белка. Из белка, клетчатки, да? Оно очень питательное. Называется в народе шкварки. Шкварки. Ими можно приправлять вторые блюда. Их можно посолить, запасти впрок. Их можно брать на охоту, чтобы сдобрить какую-нибудь постную пищу. Итак, мы измельчили хвощ,
наш? Вот такое маленькое количество получилось. Из, казалось бы, большого объема сухой травы. Но его достаточно. В этой полулитровой банке мы будем готовить мазь. Берем плавленый жир. Вот так? Конский жир, он в жидком состоянии такой. В холодильнике он застывает. Наливаем нам требуемое количество. Ну, это где-то 200 грамм. 200 грамм получилось. И по объему 1 к 5 мы будем мазь готовить. То, что вы измельчили, хвощ, мы его смело так засыпаем. Засыпаем и обычной ложкой, чайной ложкой, размешиваем хорошенько. Размешиваем до такой однородной консистенции, чтобы он как бы растворился. На самом деле он еще не растворился. Просто замешивается, да? Замешивается, ага. Вот замешали. Потом показываем вам еще один якутский продукт. Ценный такой продукт. Это пчелиный воск. Вот это. Ага. Из пасеки такого якутского нашего пчеловода Марата Залялова. Чудесный воск такой. И воск тоже из якутских трав. Он обладает массой полезных свойств. А в данном случае, зачем мы его подмешиваем в нашу мазь? Благодаря вот наличию воска мазь задерживается на теле, не стекает. То есть... Растекаемость уменьшает. Он есть... как закрепитель, да, получается. То есть придает консистенцию мази, да? Нужную консистенцию. Мазь загущается, его измельчаем. Измельчаем. Все. Мелко не надо? Вот такого. Нет, оно расплавится. И это еще не все, да? Но он там кусками плавает. Он кусками плавает, да? Вот эту мазь уже, пока еще не мазь. Почти мазь. Заготовка, скажем так, заготовка близкая к финалу. Мы вот эту заготовку помещаем, ну, хозяйки знают, что такое водяная баня, водяную баню на 2 часа. И за это время воск расплавится. При этом, ну, не часто так перемешиваем. Перемешиваем. 2 часа подержали в водяной бане, вытащили, все, мазь готова. Хорошо. Можно вынести на улицу, положить в холодильник, оно застынет. И будет такой плотный, ну не такой плотный, мазь как мазь получится. Храним как мы подобную мазь? Подобную мазь надо, животные жиры, они тоже закисляются, поэтому желательно хранить в прохладном месте, в холодильнике. Иннокентий Аполлоныч... Или если надолго, да, то я помещаю в морозильник. Морозильник. Иннокентий Аполлоныч, вот здесь вот такой желтенький жир, подписана баночка жир жеребенка, а вот это мутный белый. Разница в чем? Вот это конский жир, в данном случае жеребячий, а это жир от коровы. От коровы. От коровы якутской породы. А почему такой мутный? Так должно быть? Так и должно быть. Оно когда застывает, становится белого цвета. Белого цвета. Говяжий жир. А конский жир, он золотистый. Вот такого же цвета, когда застывает, он становится таким ярко-желтым. То есть вот это кладезь всего полезного. Кладезь всего полезного. Я их использую вместо растительного масла. Растительные масла тоже нельзя исключать из пищи, да?
ученые высчитали вот это кукурузное и подсолнечное масло, которые их можно использовать для салатов, не нагревая. Но не более, чтобы суточная норма не более 1,5 столовых ложек на взрослого человека в день. Тогда они вред от них минимален. Вернемся вновь к нашей чудо-мази. Вот сделали мы такой объем, да, и, соответственно, по нужде, если вдруг случилось, да, что-то, мы ее используем. Если здесь какие-то ограничения, допустим, возможно, какая-нибудь, опять же, может быть, ожог, я не знаю, какая-нибудь аллергическая реакция или еще, или эта мазь, она такая эта мазь совершенно безопасная. Безопасная. Опять повторяюсь, для заболеваний опорно-двигательной системы, растянули мышцы, помазали. Болит сустав, артрит, артроз, ревматизм. Помазали. Подвернула вывих. Да. Руку порезали. Можно помазать им, потому что хорошие дезинфицирующие свойства. Свойства даже есть. Антисептические свойства. Ну, то есть мазь на любые случаи жизни. Да, мазь практически на все случаи жизни. Я раньше видел, вот в недавнем прошлом, сейчас есть или нет, заживитель, такие мази продавались. Спасатель называется еще. Спасатель, заживитель. Вот такая серия мазей. Ну, она близка к ним, но гораздо эффективнее будет, потому что это вот сюда использованы наши северные продукты. А все, что близко к тому, где ты родился, имеет определенный, совершенно другой эффект. Где родился, там и пригодился. Да, все вот верно. Так вот говорят. Ну что, Иннокентий Аполлоныч, спасибо большое за полезную информацию. Дорогие телезрители, как сказал Иннокентий Аполлоныч, сегодня цель нашего выпуска сегодня – это показать людям, что не надо выбрасывать жиры, не надо их утилизировать, а нужно их использовать самостоятельно вот в домашних условиях, сделать полезную мазь. И, собственно, это будет во благо не только вам, но и вашим близким. Главное уметь и знать, как это делать, правильно? Да, совершенно верно. На этом, дорогие телезрители, мы не прощаемся, увидимся, до новых встреч.